сейчас будет.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые болельщики, 19 часов, и мы начинаем третью игру третьего игрового дня или третьей недели Башкирской хоккейной лиги. Уважаемые болельщики, на ваших экранах сейчас скрестят клюшки игроки команды региональных тепловых сетей и башкирской генерирующей команды. На самом деле матч очень опасный, потому что если плохо его прокомментировать, можно остаться и без энергии, и без тепла потом. Будем стараться. Начинается у нас с атаки команды БГК. Они играют в белой форме, по левую руку от нас, но в форме темной региональные тепловые сети выступают. Пробежимся по составам, поговорим по ходу встречи, как предыдущие матчи провели эти оба коллектива, и также, соответственно, побеседуем о турнирной таблице, дорогие друзья. Пока немножко понаблюдаем, как вообще в целом начинается матч, потому что хотелось бы отметить, что предыдущие матчи довольно активно у нас так проходили. Ранее, до этой встречи, проходила встреча команды УФСИН и БСК. Здесь УФСИН у нас одержал победу со счетом 5-4. Этот коллектив выиграл. Последняя шайба буквально с сиреной у нас было оформлено. Это взятие ворот, и так по-своему удивительно даже было. Ну, что можно сказать, что команда БСК в роли догоняющей выступала у нас постоянно, с отрывом лидировал УФСИН. И вот где-то в третьем периоде, наверное, все-таки БСК нашли в себе силы догнать команду Федеральной службы исполнения и наказаний, сделать разрыв минимальным, но на последних секундах буквально все решилось. УФСИН уверенно одержал победу. Также ранее в 16:00 прошла встреча команд «Уралец» и БГК. Вот здесь, на удивление, «Уралец» у нас проиграл со счетом 10-1 в пользу Да, немножко там я чуть запутался. У нас «Уралец» встречался с командой «Транснефти», и «Транснефть» одержала победу со счетом 10-1. Вот так будет правильно. Ну, давайте по составам, пока матч носят ребята только у нас начинают, можно сказать, разминаться, обмениваются атаками. Оба коллектива проверяются на бдительность голкиперы, и в целом игроки пристреливаются друг к другу, присматриваются, наверное, так больше будет уместнее сказать. Ну, а мы пока озвучим составы действующих команд. Команда РТС. Слегка прервемся. Илья Макурин у нас пытался оторваться сразу от двоих защитников, которые плотно его опекали. Но ничего не удалось сделать в этой ситуации Макурину. Наверное, все лучшие сольные проходы у него еще впереди. Так вот, РТС. Состав команды: пара голкиперов: Илья Варич, номер 23, и Вадим Вильданов, номер 1. Сейчас мы видим, что пока перейдем к полевым игрокам. Никита Орлов, номер 8, Роман Хаматханов, номер 9, Андрей Чернов, 10, Рустам Латыпов играет под номером 12, Дамир Мустафин, 13, Ахунов Денис, 17, Михаил Фролов, 21, Халилов Айдар, 41. Также немножко накладка у меня. Отвлекусь, я посмотрю. Воздвиженский Виктор под 41 номером. Альберт Гаянов, 69-й. Миниголов Альберт, 77-й. Филатенков Виталий, 78-й. Александр Зайцев, 87-й. Эдуард Вахитов, 88-й. И Илья Макуров играет под номером 99. Это состав команды РТС. По-прежнему обмениваются атаками игроки этих коллективов. Ничего сверхъестественного на данный момент не происходит у нас на площадке. Да, и вот здесь по заявке, по голкиперу возникли у меня вопросы, потому что в заявке нет 47-го номера. Но есть у нас чатик трансляции, активен, уважаемые болельщики. Подскажите, пожалуйста, вашему комментатору, кто же все-таки обороняет ворот команды РТС. 47-й номер, насколько я помню, также
в играх, по-моему, отличается у Ильи Варича, да, домашняя и гостевая форма номерами. И вот допускаю я, что это он обороняет ворота своего клуба, но буду вам признателен, если вы мне подскажете в чатике нашей трансляции. Народу немного, 13 человек у нас пока. Башкирская хоккейная лига транслирует для вас на ютубе все свои матчи. 153 подписчика. Напомню, что 144 было их на матче предыдущем. И вот так потихонечку, медленно и уверенно набирает подписчиков Лига БХЛ. И вот здесь так хитро сделали, что чтобы написать комментарий, нужно быть подписанным на эту лигу. Поэтому, дорогие друзья, призываю вас, подписывайтесь, участвуйте в дискуссиях, пишите комментарии, болейте за свои любимые клубы и за, возможно, каких-то отдельных игроков. Так, здорово здесь у нас 28 номер команды РТС сейчас проводил атаку. Да что ж такое-то с составами у меня? Смотрю я на них. РТС. Да, похоже, гостевая форма и домашняя отличается у команды по номерам. Некоторые игроки. Ну ладно, как-нибудь будем выходить из этой ситуации. Свежей заявочки, к сожалению, нам не поступало. Но, впрочем, мы, наверное, и сами должны были об этом позаботиться заранее. Разберемся. По ходу встречи. Ну а пока давайте переместимся к составу команды БГК. Богатый клуб на игроков. 38 человек в заявке. 8 пятерок играет коллектив. 9 минут до окончания первого периода уже. Счет пока в этой встрече у нас не открыт, уважаемые болельщики. Поэтому все самое интересное, я уверен, нас ожидает еще впереди. Хоккейный клуб БГК. Дмитрий Подгайный, номер 1, голкипер. Дмитрий Корнилов, номер 88. Именно он обороняет раму ворот башкирской генерирующей компании. Полевые игроки: Дубровский Тимофей 2, Селиверстов Владимир 3, Асадулин Руслан 4, Андрей Королев 5, Хисамудинов играет под номером 6, Эдуард Хабиров 7, Станислав Калач играет под номером 8, Николай Казаков 9, Александр Салимов 11, Валиахметов Ринат 12, Озеров Андрей 13, Андрей Жуланов и мой тезка играет под номером 16, Владислав Габдулин 17, Усманов Рустам 18, Лариошкин Виктор номер 19. И как раз пока весь состав команды БГК мы озвучим, и ближе к завершению у нас будет второй период. 8 минут, в ходе которого остается, но, думаю я, завершим мы это с вами в периоде первом, чтобы не оставлять на второй. А во втором лучше поговорим о немного других вещах. Озеров на ваших экранах по правому бортику проходит чисто, бросок с полборта. Неплохо, но голкипер на месте у РТСа. Все в порядке. Наблюдает он, контролирует траекторию и полет шайбы. Я же все-таки по составам пока пытаюсь разобраться. Вильданов и Варич, 2 голкипера у меня только в заявке. Здесь с этого ракурса немножко тяжеловато мне разглядеть фамилию игрока, но да ладно. Продолжаем дальше составом БГК. Полевые игроки: 20 номер Пихеньков Олег, 21 Габидулин Наиль, 26 Ильдар Ахмедзянов, Каров Александр 27. Нарушение входа в зону. И пока откатимся мы ближе к центру. Альберт Ямалдинов 28, Марат Сайфуддинов играет под номером 30, Азат Абдулин 31, Калякин Александр номер 33, Камиль Юлаев номер 38, Сергей Вербин 42, Павел Каманин играет под номером 51, 52 Петров Валерий, 55 Альберт Хазиев, Камиль Хамитов номер 60, Решат Сакаев номер 61, Венер Гасин играет под номером 63, Иванов Александр 67, 72 номер Калачев Алексей, 74 Сакаев Флорид, Мухаммед Гареев Ильдар играет под номером 75, 81 Соломатин Сергей, Мустафин Ренат 83 и под номером 86 играет в составе БГК Марат Азнак. Корнилов вступает в игру, фиксирует своей ловушкой игровой снаряд, и будем наблюдать за вбрасыванием в зоне белых.
5 минут до окончания первого периода. Согласно регламенту играем мы 3 периода по 17 минут. Для тех, кто, возможно, не знает или только подключился к нашей трансляции, таков регламент. Время грязное, перерывы небольшие, буквально по минуте. Поэтому, учитывая, что счет в этой встрече не открыт, я уверен, впереди нас еще ждут увлекательные взятия ворот от обеих команд. Пока Жуланов в центре ищет партнеров, с кем можно разыграть. Хисамудинов под синей линией у него подхватывает, смещаясь направо. Перевод на Жуланова, и такая позиция не очень приятная для голкипера РТС сейчас была у игрока команды БГК. Но браво! Говорим мы вратарю команды РТС. Смог он нивелировать эту атаку и сместить ее на нет. Чернов Андрей за шайбу побороться не смог. Подключается Фролов. Номер 28. В моей заявке он 21. Да, все верно, разобрались. Гостевая и домашняя форма. Все-таки номера разные у коллективов. Чернов. Кто будет первый на подборе? Нет. На подборе оказывается первый Каров. А по футбольному так, обратите внимание, как скинули сейчас классно на Жуланова, но, к сожалению, для своего клуба тот развить атаку не смог. И Хисамудинов через Карова из дома. Вербин. Перехватывает Минигулов. Альберт, но он, впрочем, ненадолго. В средней зоне Фролов. Пас на центр не проходит. Да, и здесь Орлов неплохо заходил на позицию, с бросочком зашел в зону соперника, добивание вторым темпом. Пока нет, не так-то просто взять Дмитрия Корнилова. Продолжается у нас игра, контратаки в исполнении белых мы пока не наблюдаем. Шайба перекочевывает в зону команды РТС. И здесь Казаков Николай пытался с отрицательного угла уже проводить бросок, но на месте голкипера РТСа шайба зафиксирована. Ожидаем бросания. Макурин Илья. Его номер совпадает и гостевой, и домашней формы. Не получается отбросить игровой снаряд из своей зоны. У команды РТС по-прежнему под контролем белых находится игровой снаряд, но после наброса на ворота переходит он к команде РТС. РТС, капитан по левому бортику прокатывается. Передача на Ахунова. Ахунов тут же обратным пасом на Кэпа. БГК развивает свою атаку и пробует навязать свой ритм игры и темп. РТС отбросить шайбу получается. Смена звеньев происходит у нас. Стартует крайняя минута. И сейчас игровой снаряд под контролем Эдуарда Хабирова. Хисамудинов на грани допустить ошибку в своей зоне. Да, что, собственно, и происходит. Нетрудно было это догадаться. Харитонов попытался отобрать, но пока белые по-прежнему контролируют. Жуланов вдоль борта. Хисамудинов за воротами. Накрывает вратарь. И очередное выбрасывание.
Зайцев на точке вбрасывания был. Шайба осталась за командой РТС. И первая сирена. Окончен первый период. Немножечко отдохнем. Совсем скоро вернемся. Возвращаемся во второй период. Встреча между командами РТС и БГК. Счет пока в этом матче не открыт. Отчасти придает это зрелищности этой игре. Да, конечно, наверное, болельщики были бы рады, если уже обменялись как минимум по одной шайбе эти коллективы. Но тем становится и ценнее каждый гол в этой встрече. Каров на центр. И Самудинов принимает уже вдоль бортика на партнера. Отдает. Наброс на ворота не проходит. Защитник блокирует эту передачу. И тут Фролов может убежать, но нет. Защита у БГК работает на славу и не дает пройти ни под каким предлогом. Хотелось бы отметить немножко турнирную таблицу. У нас на данный момент команда БГК идет на 4-м месте, не учитывая сегодняшние игры, которые проводили другие клубы. Две игры, соответственно, они провели. На данный момент 2 очка в их зачете. В одной игре лишь только одержали победу. 6 шайб забросили и 7 пропустили по ходу второго сезона Башкирской хоккейной лиги. Что касается команды Баш-РТС, то, согласно моей статистике, этот клуб еще ни одну шайбу не забросил, этот коллектив. 0 шайб заброшенных, 17 пропущенных. Но как-то немножко есть вопросы у меня в турнирной таблице. Ну да ладно. Ранее, на прошлой неделе, по ходу второй игровой недели Башкирской хоккейной лиги, команда Баш-РТС встречалась с Транснефтью Урал. Вот в этой встрече нефтяники одержали победу со счетом 9-0. А что касается команды БГК, то они играли с представителями Управления Федеральной службы исполнения наказаний. И там УФСИН одержал победу со счетом 3-1. Единственной шайбой отличился в составе БГК Эдуард Хабиров. БГК в зоне соперника. Бросок с неудобный с разворота пытался сейчас провести игрок белой майки, но не позволил сделать ему защита. Вот. Продолжаем наблюдать дальше. Хабиров, наверное, первый будет на подборе. Да, именно этот игрок, который в прошлом матче
отличился. Единственной заброшенной шайбой. И Никееву зайти в зону не дают. Хабиров вдоль борта. Кто будет первый? Здесь на подборе Латыпов. Нет, пропускает на партнера. Тут же дальше со сменки выкатывается Вахитов, да, по-моему. Вахитов, но под свой контроль забрать не удается ему. Петров, бросок из-под защитника, неплохо. Вратарь на месте у РТСа. Продолжаем играть дальше. Макурин. Скидка на партнера. Тут же бросок от Губайдулина, но не точно. Латыпов. Наброс на ворота от синей. Макурин здесь где-то по середине полета этой шайбы берет ее под контроль. Попытался подправить, но пока все попытки не приносят результат. Снова Макурин. Латыпов. Можно бросать с этой позиции. Что и делает Рустам. Матвеев налево, на партнера. Тут тоже можно совершать бросок, но попытки набросить на ворота препятствует амуниция Альберта Хафизова. Хазиева, поправка. Это шайба. Макурин на правом фланге контролирует игровой снаряд. Будет бросать из-под защитника или отдаст передачу. Бросок не точно. Латыпов. Да, обратите внимание, сейчас поджали игроки РТС своих соперников. Ну, как по-хозяйски они чувствуют себя здесь. Очередной бросок, и Корнилов отражает. Уже где-то, можно сказать, по-футбольному там принял на грудь шайбу, но тем не менее рикошетом она понеслась куда-то дальше. И вот, насколько я понял, тут уже один из игроков БГК, так скажем, не справился с этим темпом, и есть первое. Нет, не засчитано, говорит реф. Сдвинутые ворота мы видим у вратаря команды РТС, и рефери отменяет за эти ворота, говорит, что не засчитано. Да, после остановки. Ну да, пока здесь, несмотря на все усилия БГК, тоже как бы шайба-то в воротах побывала, но в зачет не пошла. Фролов. Отборчик пас на партнера. Харитонов не успевает за шайбой. По-прежнему счет на табло 0-0. Жуланов может разыграть вдвоем с Вербиным из-под защитника. Бросок, пока взор закрывали здесь же свои игроки. Команда РТС вратарю воспользовался моментом Фролов и такой вот коварный, таинственный бросок попытался сделать. Темные пытались выбросить шайбу из своей зоны, но сделать это полноценно не получилось, потому как перехватывают белые. Каров. Бросок от синей. Вратарь на месте у РТСа. Атаку отражает Хисамудинов. Можно из-за ворот попробовать, но нет. Вытягивают. Ой-ой-ой, штанга у нас от Хисамудинова. Опять, так скажем, сходит с рук это вратарю команды РТС. Рикошетом от него, от штанги. Продолжают искать, подбирать всевозможные комбинации игроки башкирской генерирующей компании. А вот здесь уже интересно, казалось бы, Чернов может выйти 1 на 1 с Корниловым, но пока у него это не удается сделать. Снова Чернов за воротами ищет партнеров. К слову, будет сказать, никто
особо-то активно себя не предлагает. Лишь только Вахитов стоит на синий. Ну и второй защитник также у этой пятерки находится на синей линии. Можно было разыграть через них. Наблюдаем за атакой 2 в 2. Хисамудинов и Живулин. Хисамудинов бросок рикошетом на правый фланг перемещается. Игровой снаряд и уже шайба в зоне Корнилова. Хабиров вдоль борта. Казаков. Петров. Нету никого из партнеров, чтобы развить эту атаку. Петров, конечно, за ворота покатился, но как-то не заладилось в том моменте. РТС в очередной раз садятся плотно у себя в обороне, в то время как у нас пока первое удаление в этой встрече. И, возможно, как раз таки в формате 5-4 мы увидим с вами первое взятие ворот. Почему бы и нет, если в равных составах не получилось это у команд, то сейчас возможно при розыгрыше лишнего игрока, играя в пятером, полноценной пятеркой, БГК смогут как-то поразить ворота своего соперника. Пихенько, Абиров, Хисамудинов. Где шайба? В ловушке у вратаря команды РТС. Тем временем 5,5 минуты еще остается играть. И вот видим мы, да, что присутствуют болельщики. И даже смотрим, мы подготовились, да, с такими на большом листке. Даже кажется мне, что этот листок в целом больше, чем болельщиков. Написано номер 72. Лучший. 72 номер, может быть, Алексей Калачев. Это имеется в виду в составе БГК. Тем временем РТС в меньшинстве проводит какую атаку. Так, в чем вопрос? Почему у нас здесь возгласы? Ну да. Своевременно арбитр обращает внимание на этот момент. И мы в зоне команды БГК. РТС в меньшинстве. Туда приехали. Да, неприятно получает по лицу сейчас игрок команды РТС. Ну, в порядке, Андрей Чернов готов продолжить. Более того, на точку вбрасывания этот мужественный хоккеист подъезжает, а тем временем удаление в составе БГК. Андрей Жуланов, его тезка, отправляется в штрафной бокс. Еникеев на подборе первый. Передача на Фролова, но опять не точно допускает ошибку на выходе из зоны игроки команды РТС. Еникеев препятствует, Хабиров бросок дальний, но, к сожалению, для болельщиков БГК неточный. Ну и для самого Хабирова, наверное. Первый он же возвращается в свою зону. Вдоль бортика, не торопясь. Такой длинный пас. И здесь Хисамудинов можно 1 на 1 выходить, но нет, не получается. Пихенько. Хабиров. РТС в пятером уже поиграет против 4 игроков БГК. И здесь как классно разыграли. И что показывает рефери? Нету взятия ворот. На момент какой был классный. Но вторым темпом атакой все-таки РТС добивается своего. А именно забрасывает первую шайбу в этом матче. Ну и, как мне подсказывает, на сайте bhlsport.ru, наблюдая я турнирную таблицу. Но это первая, получается, заброшенная шайба команде РТС за третью игру. Пересмотрю я обязательно матчи. Почему-то помнится мне вроде как, что забрасывал этот коллектив. Но на самом деле очень радостно получается даже, что если эта шайба первая, очень приятно, что команда начала проявлять себя.
все-таки появилась вот эта слаженность действий. Номер 77 автор заброшенной шайбы в составе команды РТС. Альберт Минигулов, ее автор. И Никеев. 2:30 остается играть во втором периоде. Ну, счет встречи открыт. На самом деле, вот, несмотря на такое колоссальное давление белых по ходу встречи, больше они владеют шайбой, контролируют игру. Но обратите внимание, как остры вот эти атаки команды РТС. И сейчас эти бравые мужчины, ну, наверное, вдохновлены все-таки заброшенной шайбой, и, возможно, первой в рамках второго сезона БХЛ. И сколько эмоций они испытывают, как бы сейчас как из пушки не полетело у этого коллектива. Одна за другой, почему бы и нет. И Никеев, и Латенков по диагонали на Макурина. Макурин уже за воротами, скидка на центр. Можно бросать из этого положения, но принимает всю мощь этого броска на себя Дмитрий Корнилов. Тут же Хисамудинов 1-1 выходит с голкипером команды РТС. И счет становится 1-1. Да, вот так вот недолго радовалась команда РТС. Тут же отыгрывается БГК. И если в первом периоде мы с вами не наблюдали заброшенные шайбы, то вот уже во втором периоде под его занавес разыгрались команды, почувствовали друг друга, нашли слабые места в обороне. И Денис Хисамудинов, автор заброшенной шайбы. Продолжаем играть дальше. Совсем мало времени остается, пока мы наблюдали с вами за развитием событий. Пролетел буквально у нас второй период. Пока под занавес Жуланов на Вербина, Хисамудинов. Денис, почему бы и не пойти на дубль этому игроку. Звучит сирена, закончился второй период, и мы с вами немножечко прервемся.
Возвращаемся в третий период встречи команды РТС и БГК. 1-1 после двух отрезков матча. Немножечко отвлекся я, ходил к болельщикам. Вот, посмотрел все-таки, что там на плакатах у них написано. Ну и заодно договорился, чтобы в перерывчике так на камеру они поактивнее поработали. Хотелось бы и вам тоже эту красоту показать, дорогие друзья. Каров бросает, но пока не преклонен вратарю команды РТС, по крайней мере, пока. Разок у коллектива БГК получилось найти, так скажем, слабое место в его обороне, но счет встречи открыла команда РТС, но как-то БГК очень за короткий промежуток времени смогли отыграть эту заброшенную шайбу. И буквально с чистого листа мы начинаем с вами наблюдать этот матч. Счет равный. От этого и присутствует определенный интерес. Филатенков под синюю линию на Гаянова. Тут же получает он обратный пас. Скидка на центр. И здесь что придумают черные? Но пока все закончилось на Орлове. Второй темп атаки. Гаянов на подборе первый. Рикошетом от борта. Пытается найти кого-то из партнеров, но таковых там, к сожалению, пока на данный момент нет. А здесь ошибаются белые на выходе из зоны. Пас был неточный, и Никеев воспользовался возможностью. Под синей линией принимает эту передачу, но до броска дело так и не дошло. Орлов по левому флангу. Пас на центр. Бросок рикошетом от клюшки. Уходит он выше. Да, ну и вот на ваших экранах сейчас эти плакаты. Наверное, нам уже покажут их. Но как-то пока не удается. Вот, есть. Дождались мы наконец-таки момента. Поймали друг друга. Посмотрите, дорогие друзья. Ну, что за милота. Просто прелесть. Это персональные болельщики у нас, получается, болеют за... Вот, да, именно сейчас. 72-й номер, папа, лучше всех. Калачев, Леша, лучше всех. Да, здорово. Поняли друг друга все-таки путем такого дистанционного обмена жестами. Наконец поймали себя. Так, Ахунов пытался нанести бросок от синей линии. Тут же разряжает свою пушку Матвеев. Но если, наверное, хотелось бы сказать, что первый и второй период больше прошли под девизом команды БГК, то вот сейчас мы видим, что набирает активность региональные тепловые сети в третьем периоде. Как-то вдохновились они, наверное, той заброшенной шайбой единственной, и на этом результате останавливаться не планируют. Хотелось бы отметить, уважаемые болельщики, что титульным партнером лиги выступает группа компаний «Аструм», официальные партнеры строительной компании «Алсема Групп» и ООО «Дон Аэро Проект Строй». Классная страничка ВКонтакте у Башкирской хоккейной лиги. Если вдруг кто не знает такую и не наблюдает, то переходите в ВКонтактик, обязательно подписывайтесь. Там всегда есть актуальная свежая информация по прошедшим играм, по играм в будущем, фотографии с матчей. И в целом расписана жизнь БХЛ. Можете что-то новое оттуда для себя почерпнуть. Также создан классный сайт, где можно заказать атрибутику лиги. Воочию я сегодня полюбовался. Классные каскетки, кружки, шарфы, блокноты, раскраски для детей. Все сделано очень качественно, на высшем уровне. Поэтому заходите на сайт, заказывайте.
Тем самым поддержите лигу. Ну и как-то будете отличаться, наверное, когда при посещении воочию матчей БХЛ также будет видно, как говорится, кто свой издалека. Будет заметно сразу. За воротами Хисамудинов. Здесь в моменте высокий прессинг демонстрирует нам БГК, но недолго песенка играла уже. Фролов шайбой, Чернов на синий. Передать на него не получается, а вот здесь момент. Чернов нет, не успевает. По-прежнему Фролов, Яникеев сам пойдет в бой. Втроем против двоих защитников. БГК действует. Наши номинальные хозяева. Контратака от белых. Петров зашел в зону чисто. Здесь Казаков вступает в борьбу с Филатенковым. Шайба остается под контролем хозяев. Минигулов на синий поборолся. Шайба оставил за собой. А вот здесь партнер на правом фланге, конечно, у него слегка, на мой взгляд, не доработал. Можно было поактивнее там. На этом фоне вся атака РТС разрушилась. Но, впрочем, Орлов здесь уже перед Корниловым. Можно бросать, наверное, с этого положения. Сразу втроем находились там игроки РТС. Бросок-то был, но, к сожалению, для этой команды он был неточный. А Данил Корнилов же здесь может только, наверное, радоваться. Так. Непорядок. Дмитрия уложили на лед. Неприятное столкновение. Повтор момента на ваших экранах. Давайте смотреть вместе. Без повтора, значит. Ну да, при загадочных обстоятельствах Дмитрия Корнилова здесь положили горизонтальное положение. Нарушений правил не было. Рефери находился рядом, поэтому после вбрасывания продолжим играть дальше. Не досчитались одного игрока команды РТС, подождали, пока подключится он к нам. И, кстати, дорогие друзья, хотелось бы сказать, что если у нас в основное время победитель в этой встрече не выявится, то, согласно регламенту лиги, у нас серия штрафных бросков будет. Отчасти тоже момент зрелищный. Помню я так, что, по-моему, в матче открытия БГК у нас играла с уральцем. И там после серии бросков уралец уступил. Мне это запомнилось почему-то так. И исходя из этого, допускаю, что на опыте будет действовать уже генерирующая компания. Конечно, как говорят, что серия штрафных бросков это фактически и является лотереей, да, но также в теории лотерейный билетик победный может и РТС команда вытащить из нашего такого символичного барабана, в котором будут крутиться эти самые лотерейные билетики. Чернов, бросок из-под защитника, браво, Корнилов делает выпад вперед, словно фехтовальщик, но за место рапиры у него его амуниция в виде вратарского блина. Шесть минут до окончания третьего периода. Счет у нас 1-1. Хисамудинов можно бросать. Здесь также блином отражает вратарь команды хозяев. Ой-ой-ой, это опасно. Сдвинуты ворота, рефери вынужден просто остановить эту встречу. И вот даже немножко выждал я момента. Очень интересно сейчас развивались события здесь в зоне УБГК.
Казалось бы, Орлов, смещаясь с Дмитрием Корниловым, вратарем команды БГК, будет сейчас наносить бросок. Но нет, прокатился он за воротами, дождался, пока подключатся партнеры в количестве 2 хоккеистов. И тем самым внимание защитника отвел на себя, сместив его на левый фланг. И тут же вдвоем остались хозяева. Буквально наедине с Дмитрием Корниловым, но вот не получилось в этом моменте у них заставить шайбу пересечь синюю линию ворот Дмитрия Корнилова. Борьба за воротами. Ответные действия БГК пока у нас не получаются. РТС чувствует себя как-то поуверенней в этих моментах. И в третьем периоде в целом команда стала поактивней. Отбрасывается. Никого нету из коллег, чтобы развить эту атаку. Единственное, вот Орлов здесь был очень близок к Корнилову. Шайба в средней зоне. Хозяева. В зону заходит чисто, передача неплохая на Филатенкова. Но Виталий замкнуть эту комбинацию не смог. Шайба в средней зоне. Филатенков уже зашел во владение соперника. Хаматханов Роман караулит на пятаке. Нет, уже игровым снарядом владеет Хисамудинов. По правому бортику накатывается он. Ждет, пока подключатся партнеры. Через синюю линию Пихенькова получает пас на себя. Тут же вдоль бортика за ворота на Жуланова. Время тает. Каров. Жуланов. Бросок. Вербин. Получает обратный пас. Рикошетом от вратаря шайба уходит на Жуланова. Добить не получается. По-прежнему игровой снаряд в зоне команды РТС. И владеет и БГК. Шайба из зоны вышла. Каров на центре. Смена звеньев. Воспользовались моментом. Меняется состав полевых игроков команды региональных тепловых сетей. Самудинов. Желанов. Вступает в борьбу возле борта. Тут уже подключается у нас Вербин. Ну и 2:20 остается до окончания третьего периода. И на самом деле хотелось бы отметить, что сейчас каждая шайба, она по сути может быть с вероятностью так процентов 90 решающей. Пихенько сам бросать не стал. Подождал Сергея Вербина. Пытался сделать пас, но, к сожалению, не точно это. Хабиров. Чистое время, да, у нас идет, дорогие друзья, согласно регламенту. Если счет у коллективов равный, то последние 2 минуты уже являются чистыми у нас. Ну, не торопятся на самом деле игроки, потому как очень цена здесь, так скажем, цена ошибки может быть проигрыш матча, и здесь очень не торопясь и осторожно действуют игроки обеих команд, дабы вот не допустить ту самую роковую ошибку. Минута 30, еще поиграем. Латенков. Миникеев на синий встретить шайбу не смог. Проходит она дальше, поближе к вратарю команды РТС. Время по-прежнему настает.
Так, и Никеев, по-моему, это... Мини-голов не принимает. И БГК можно бросать с этой позиции. Наносил удар Эдуард Хабиров. Попал прямиком в защитника. Отброс от РТСа. Дмитрий Корнилов неплохо проводит сегодняшний матч. Вот мы наблюдали с вами, как очень активно в третьем периоде пытались заставить его допустить ошибку игроки региональных тепловых сетей, но пока не преклонен этот голкипер. 25 секунд, дорогие друзья. Шайба у Хисамудинова. Этот игрок может нанести дискомфорт любому голкиперу, любой команды. И, возможно, последняя атака в этом матче. Чернов. Две секунды, и согласно регламенту мы с вами уходим в серию штрафных бросков. Уважаемые болельщики, после небольшого перерыва будем наблюдать. Согласно регламенту проведения чемпионата, в случае череды результата назначается серия бросков. Серию бросков начинает команда РТС-102. Команда РТС-102 будет начинать эту серию бросков. Давайте понаблюдаем, как же все-таки сложится развязка в этом матче. Внимание, первый штрафной Орлов. Браво голкиперу команды БГК. Справляется он с этим штрафным броском. Ну и ответочку будем наблюдать сейчас от БГК на точке вбрасывания. Каров тоже ничего не удается предпринять у этого игрока. И двигаемся дальше. Пока по штрафным броскам у нас 0-0. Да, интересно складывается ситуация. Даже Чернов ничего не может здесь продемонстрировать, пока голкиперы не поддаются этому прессингу и давлению. Возможно, Вербин сможет здесь нам показать. Ой-ой-ой, вот это сейв. Однозначно войдет он в подборку лучших моментов и хайлайтов этой серии игр. Это у нас третья серия игр или третья игровая неделя, называйте кому как удобней. И пока счет по штрафным броскам 0-0. Мини-голов тоже не получается взять. Ну, если первые у нас начинали бросать команда РТС, то в теории последняя шайба-то может быть из-за БГК. Хисамудинов. Браво голкиперу. Пока вопрос на тему, кто же все-таки уйдет победителем из стен Уфа-арены. Сегодня подвешен в воздухе. И снова Хисамудинов выходит на повторный штрафной бросок. Уже у нас сейчас каждая заброшенная шайба будет на вес золота. Хисамудинов не удается.
Наблюдаем за броском команды Баш РТС. Может быть, здесь и сейчас есть взятие ворот. Первая в серии штрафных бросков. И это победная шайба команды Баш РТС. Насколько я понимаю, это первая победа этого коллектива. И более того, первую шайбу они забросили сегодня по ходу уже, так скажем, своей серии игр в рамках Башкирской хоккейной лиги. Мы поздравляем команду Баш РТС с заслуженной победой. Матч был интересный. Победитель выявился не сразу. В основное время не определился. И у нас лишь только серия бросков позволила поставить точку в этом матче. Баш РТС с победой, БГК. Все ваши лучшие победы еще впереди. Башкирская хоккейная лига продолжит освещать все их матчи. Уже на следующей неделе увидимся и услышимся с вами вновь, уважаемые болельщики. Всего вам доброго. До встречи на хоккее. Let's get the hell out of here. Back.